Провести свою ярмарку профессий и на месте рассказать обо всех плюсах работы медицинской сестры. Такой путь профориентации выбрала Республиканская детская клиническая больница. Для старшекурсников Сыктывкарского медколледжа здесь организовали экскурсии по отделениям. Будущему среднему персоналу доступно обрисовали перспективы и плюсы трудоустройства в главную детскую больницу региона. Виктория Палкина продолжит. Особенно в реанимации и в отделении недоношенных, буквально в считанные месяцы и годы после того, как какие-то сложные, самые навороченные, пришедшие из-за рубежа медицинские технологии внедряются в Москве, в Санкт-Петербурге, они потом внедряются и у нас. Главный неонатолог Коми рассказывает о всех плюсах отделений, где лечение проходят самые маленькие пациенты больницы. Сегодня для команды Андрея Кораблева выхаживать полукилограммовых малышей уже не чудо. С 2012 года помощь недоношенным с критической массой поставлена на поток. И сегодня этой команде нужна помощь. Не хватает медицинских сестер. Особенно не хватает в отделениях, которые работают достаточно интенсивно. Это реанимация, это неонатология, это нейрохирургия, хирургия. Поэтому, если говорить об абсолютных цифрах, то, конечно, нам нужно вот сейчас, чтобы укомплектоваться и нормально функционировать, особенно в летний период, в отпускной период, надо порядка 30-35 медицинских сестер. Сегодня в детской больнице есть своя система наставничества. Начинающим медсестрам активно помогают. Знакомство начинается уже с преддипломной практики. Именно после нее многие и принимают окончательное решение. Во время практики они уже вливаются в коллектив. Их ждут, к ним хорошо относятся и очень мягко проходит период адаптации. Работа в детском стационаре – это ночные смены, тяжелые пациенты, а еще родители, которым нужна постоянная поддержка. А потому медсестры здесь еще и психологи. Сегодня технологии позволяют говорить о том, что медицинская сестра – это не только милосердие, это не только любовь к пациенту и особенности его ухода, но это медицинская сестра на сегодня – это один из активных компонентов организации лечебного процесса. И все же свой окончательный выбор эти студенты медколледжа сделают уже в мае, после защиты дипломной работы. Пока все без исключения собираются работать по специальности. Я всегда хотела пойти в медицину, потому что у меня бабушка связана тоже с медициной. И когда я была маленькая, я постоянно с ней была в больнице. И как бы эта любовь к больнице остается со мной навсегда. Впрочем, одного желания помогать людям и диплома на руках сегодня для трудоустройства в лечебное учреждение мало. Каждому выпускнику медколледжа необходимо пройти первичную аккредитацию. Уже после этих испытаний они попадают в Федеральный реестр медицинских работников. И уже тогда им будут рады в отделе кадров любой лечебницы. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган.